собеседования. Вы человек известный не только в Дагестане, но и всей России. Мы, пограничники, относимся к вам с доброй душой, и вы стали известны всей федеральной пограничной службе после трагических событий Каспийских. Та доброта, с которой вы участие откликнулись на эту трагедию. Я в записи видел ваше выступление на траурном митинге, посвященном годовщине этого события 16 ноября прошлого года. Поэтому от имени исполняющего обязанности директора Федеральной пограничной службы генерал-полковника Тымко Александра Ивановича, которому, кстати, 20 числа исполняется 50 лет, я выражаю вам глубокую признательность за то участие, что вы разделили с нами эту большую для нас трагедию. Коротко о себе. В пограничных войсках я служу более 30 лет. Из них 14 лет прослужил на Кавказе. Занимался научной работой в Москве. Сейчас возглавляю отдел в главном штабе Федеральной пограничной службы, который занимается вопросами информации и координации с общественностью. Моя задача – создание благоприятных условий для подразделений пограничных войск, пограничных застав при выполнении задач охраны государственной границы и установления деловых дружеских отношений с теми людьми, с которыми пограничникам приходится работать. Я не скрою, что сложившаяся в Дагестане ситуация руководство Федеральной службы сейчас очень сложно. Я только что вернулся с Ахтынского пограничного отряда. Я встречался с местными авторитетами в Ахтах, в селении Карка. Ну, в частности, в Карка там есть очень интересный человек вообще, в Дагестане очень много интересных людей и Рафити. Там есть Карка, учитель школы, знает 3 языка. Мы с ним беседовали более 1,5 часов. Мне показалось, нашли понимание по тем вопросам, которые затронули. Но тем не менее, если бы проблемы, которые существуют вокруг нас, можно было бы решить одной беседой, наверное, они бы уже давно были все. И когда мы касаемся этой темы, то я, как человек, долгое время посвятивший науке, знаю, что тепло передается всегда от более горячего тела к более холодному. Если вот это явление, которое беспокоит и нас, ваххабизм, сейчас подогревается, то этому должны быть какие-то причины. Этому должны способствовать какие-то внутренние и внешние силы. Когда я вот беседовал с жителями села Кака, говорю, вот гуляют ваши дети, играют, ваши дети гуляют. Вот я сейчас снял их на пленку. Им ничего не угрожает. Почему же в 1,5 километрах отсюда точно так же играют дети пограничников? Почему матери их беспокоятся о их безопасности? Разве они не такие же дети? Они мне в ответ, вот вы тут пограничники приехали, наставили шлагбауму, у нас тут проверяют документы, раньше вас не было, проблем не было. Я им объясняю, уважаемые, человек, родившийся, не выбирает себе мать. И пограничник не выбирает себе государственной границы. Нас поставили сюда по указу президента, и мы выполняем задачи. Мы исполняем эту задачу. Мы обязаны выполнить свой долг перед Отечеством и выполнить те задачи, которые нам поставили. Но вот нам не нравится то, не нравится то. Я говорю, вот мы с вами сейчас мирно беседуем, обсуждаем все проблемы. После нашей встречи каждый из вас разойдется, уйдет в свой дом. В этом доме каждый из вас будет хозяином.
И, наверное, вам не понравится, когда сосед будет что-то вам, вопреки вам, командовать вашим домом. Они говорят, да, конечно, не понравится. Я говорю, ну, наверное, вы должны понимать и пограничников, которые тоже не хотели бы, чтобы в их доме кто-то посторонний вмешивался в их работу. Поэтому проблема, она остается очень сложной. И мы, конечно, обеспокоены этой ситуацией. И я просил бы вас, которые знают эту проблему лучше нас, вот поделиться своими впечатлениями о причинах возрождения, такого резкого именно активизации явления ваххабизма и тех внутренних и внешних силах, которые способствуют. Всем начинаем. Приветствую вас. Спасибо за теплые слова, которые нам сказали, и за участие в трагедии, то есть сопричастность той боли, которую ощутили пограничники и все дагестанцы в целом. Меня даже благодарить не надо, потому что это мой долг быть вместе со всем народом, так же, как и ваш. И думаю, что у нас сложились добрые отношения с пограничниками. Может быть, это и веление времени, и с другой стороны, это может быть как раз таки момент, когда боль объединяет. У нас есть единые рубежи. Кто-то делит границы на дагестанскую, кто-то на российскую и так далее. Мне это делешь. Пока еще не по плечу, это не моего ранга вопроса. Я знаю, что есть единые границы, которые практически по долгу службы вам предопределены. А ввиду того, что пророк наш Мухаммад, мир ему, сказал, что любовь к Отечеству — это от веры, я считаю, что как человек, надеюсь, глубоко верующий я сам, для меня спокойствие об Отечестве, если я даже не в мундире, она более выражена. И проблема ваххабизма и наша обеспокоенность этой проблемой — это тоже как раз таки признак той веры, признак желания сохранить чистоту нашей веры, ее благотворное влияние на сердца каждого и общества в целом. Чего не скажешь, конечно, о псевдорелигиозном экстремистском течении, которое, как вы сами сказали, имеет для своего активного, так сказать, распространения как внутренние, так и внешние причины. Я не смогу сейчас сказать, что я тезисно выложу вам все моменты, связанные с причинами, но тем не менее постараюсь лаконично все-таки ответить. Прежде всего, внутренние причины. Надо же от себя начинать. Если внутри было бы все ладно, никто бы извне не посягнул бы лезть со своим уставом в чужой дом. Знал бы, что у нас есть свой устав, непоколебимый. Знал бы, что у нас хозяин справляется с порядком сам у себя дома, соседу там делать нечего, близкому или дальнему, тоже независимо от этого. Посему я считаю, что внутренняя причина — это отсутствие нормального закона, законоисполнения и законопослушания. Мы вот, представители духовенства, религиозных организаций, больше относим себя, связываем свою деятельность с законом о свободе совести. И для вас, наверное, не секрет, сколько было тяжб вокруг этого закона.
когда президент мог игнорировать мнение чуть ли не абсолютного большинства из Госдумы и Федерации, Совета Федерации, когда он прельстился на сиюминутные подачки с Запада и посмел отвергнуть. Я считаю, в этот момент у него остался один. Его отказ можно было просто свести к одному. Наш президент, игнорируя нашими законодательными органами, Госдумой и Советом Федерации, делегировал все права и полномочия этих двух серьезных палат каким-то выскочкам с Запада. То есть можно было распустить эти органы в данной ситуации и сказать, за судьбу России отвечает или Европарламент, или там отдельные сенаторы, или Сенат в целом и так далее. Ну и, так сказать, попятная в этом ситуации явно для здравомыслящих людей говорила о том, что нет лучших соображений в этом. Люди с Запада говорили о правах сектантов на действие и непосредственно присутствие России. Их не беспокоила судьба объединения России. Это был призыв к раздиранию России в клочья. Сегодня это не так заметно, но в перспективе этим это грозило. И вот это отсутствие закона, единого закона, было хорошей питательной средой для различных течений. Религиозных, некоторые называют их религиозными, я далек от поддерживания таких идей, потому что религия – это то, что приносит нравственную чистоту, одухотворенность обществу. Религия никогда не должна ассоциироваться с экстремизмом. Я вообще не признаю понятие религиозного экстремизма. Это псевдорелигиозный может быть экстремизм. Псевдорелигиозные течения могут быть экстремистского плана. Это конкретно псевдорелигиозное экстремистское течение с политической конкретной окраской, идеологическое течение, называемое ваххабизм. Мало ли чего сегодня они окрашивают себя сами в зеленый цвет, но идея далеко не ассоциируется с понятием ислама, истинного ислама. Ислам – это религия мира и благополучия, а от этих людей, где бы они ни появились, только раздор и кровь. Я думаю, что вот первая причина – это отсутствие закона. Но хотя можно и сказать, что можно было и без закона обойтись. Почему? Потому что с момента, когда гражданин вооружается незаконным оружием, создает вооруженные формирования, привносит разлад в государство, когда звучат открытые призывы к разобщенности, к, так сказать, к неприятию той системы, того строя, тех принципов, которым руководствуется государство, то должен работать уголовный закон, то есть уголовно-процессуальный кодекс. Было немало поводов для того, чтобы разговаривать с этими людьми с позиции этого закона. Эти случаи и в Кармахе, и в Бакрине Акле, и так далее, и в Ахтах, и в Безминских регионах. То есть не надо было нашим властимущим мужам ждать какого-то закона, который чуть ли не 2 года или 3 года принимался. Должен был действовать закон уголовный, в связи с которым, в соответствии с которым этих людей надо было привлекать к ответственности. Одного за ношение незаконного оружия, второго, как говорится, за создание формирования, третьего за призывы, как говорится, к свержению данной системы и так далее, и так далее. И это не следовало. То есть не было исполнения того, не было одного закона, это одно. Не было исполнения того закона, который есть, второе.
А что касается социальных факторов, все сегодняшние позиции социальной жизни, уклада нашего, системы, они на руку ваххабитам. Возьмите необустроенность, безработица, экономическое положение. Люди, все, кто не в удел, те, кто не справились, как говорится, не вписались в рыночные повороты, рыночной экономики и так далее, эти люди, так сказать, оказавшиеся за чертой прожиточного минимума, обязательно они ищут старшего брата, который им дает просто за разговоры деньги. Конкретно причина для принятия инвестиций. Люди начинают продаваться. Появляются своего рода Папки Морозовы, которые идут и против отца, ради идеологии, ради своих идей. Дальше. Сегодня вы знаете настроение молодежи. Общаковый инстинкт, когда собираться в кучу стало модным. Люди хотят иметь круг. Может быть, сразу не ставится громко вопрос единомышленников, союз какой-то. Но тем не менее, они видят, есть определенная сила, есть определенный, так сказать, круг людей, которые сами за себя могут постоять, и власти, как говорится, опасаются. Назовите это мафией, назовите ваххабизмом, назовите, как говорится, чертом рогатым. Одно и то же. Далее. Очень модно сейчас стало вооружаться. Кто как может. У этих людей оружие. Там не деньги, там не оружие, там кровь. Недостаточно. Достаточно, чтобы для себя иметь, и еще кому надо раздать. Так. Вот легкая нажива. Модно сейчас и зелененькие иметь, правда? Деревянный рубль сейчас не интересен. А сюда приходят они с конкретными зелененькими. Все это вместе взятое и, так сказать, разгул беспредела, и полная анархия, и слабость власти, и отсутствие духовных ориентиров. Это все внутренние причины, на мой взгляд, для того, чтобы считать сегодняшние условия, среду нашего обитания питательной средой для всякой гадости, в частности и ваххабизма. Это как питательная среда для микрофлоры. Так сказать, мы сделали у себя своего рода лабораторию. Одна из чашек Петри – это и Дагестан. Теперь внешние причины. Геополитические интересы Кавказа. Не мне вам объяснять. Что Дагестан – это ключ Кавказа. Не мне вам доказывать. Правление Кавказа и в дальнейшем и в России, хотя бы в исламском кругу, это ассоциируется с Дагестаном. Это не секрет. Республика, в которой было в свое время около 20 тысяч мечетей до революции, сегодня располагающая более 2000 потенциалом мечетей, при каждой мечети имеющей медресе, и, соответственно, если здесь возобладает здоровый ислам, то все у нас будет нормально. Нашего, так сказать, мусульманского интеллектуального мира будет хватать на всю Россию буквально. В данный момент тоже мы по статистике и по пропорциям мы куда возобладаем над всеми регионами России. И, соответственно, есть люди, которые не хотят развития, распространения здорового ислама. Для того, чтобы ислам отождествлялся с чем-то негативным, чтобы он не нашел отклик в сердцах людей, надо его, об него размазать ту грязь, которую они располагают. Свою грязь, кровь свою приписать и так далее. Приписывать, назвать фундаментализмом, экстремизмом и так далее, и практически давать полную, так сказать, базу для таких
разговоров, как их часто можно услышать в средствах массовой информации с центра. Не успеет два верующих выйти на площадь и помолиться, например, отстаивая какое-то 5 мечетей, в центральном телевидении начинаются говорить разговоры о том, что исламский фундаментализм возобладал в Дагестане. То есть два человека, больше 3 собрались и помолились, на площади. Не думают о том, что людям не дали место там, под мечеть. Или не освободили в Ахтынском районе, к примеру, мечеть, сделали ее, или ковровая фабрика, или там и так далее. Когда закон уже работает более 6-7 лет, в соответствии с которым надо все это, как говорится, духовное наследие возрождать, все, что связано с религиозными организациями, возвращать, этого не делается. И люди иногда, так сказать, пользуются демократическими принципами, митинговой демократии или еще что-то. Тут как тут появляются дикие вопли и возгласы о том, что вот фундаменталисты появились. То есть хотят ассоциировать Дагестан с оплотом фундаментализма. О том, что над Дагестаном распростерлись практически 2-3 руки, политические интересы которых небезызвестны. Это может и Иран, это может и Турция быть, это может быть и Саудовская Аравия. У каждого есть свои интересы. Северодания. Ну да, да. Участие, это, знаете, участие и Англии я вам докажу. Если хорошо покопаться, я вам докажу участие в корне этого вопроса Англии. Английской разведки, колониальной и так далее. Понимаете? Я могу доказать и участие центра Москвы в этих вопросах. Попустительство ФСБ и так далее. И конкретные, есть у меня, как говорится, и факты этого. Почему пограничники оказываются, так сказать, в роли защищающих не границу, а самих себя? Мальчик от битья. Да. От чего это? От чего, например, вглубь Дагестана за 100 километров может прийти какая-то кучка людей и будоражить всю республику, устраивает ночные бои, а потом и даже пытались устроить парад на танках. Хорошо, там аккумуляторов, говорят, не оказалось. Вовремя распродали наши солдаты. Или предохранители там перегорели. И в то время, когда месяц назад, до этого, командир части получает депешу из ФСБ о том, что надвигается вот такое дело, что грозят. Есть конкретная информация об этом. Сейчас, оказывается, далеко не подготовлено. Кому это надо? Я могу сказать, что партия войны, этот термин не в Дагестане придумали, и не в Саудовской Аравии, это в России, там. Есть люди, которым нужна кровопролитная бойня, где бы она ни была. В данный момент, конечно, в регионе Кавказа это не безинтересно. И поэтому, я думаю, вот эти все запущенные над картой Дагестана не совсем здоровые руки, не совсем чистые, вооруженные каждой идеологическим оружием, а оно страшнее любого оружия. Это внешние причины. Я не хотел бы сейчас о России в целом и о центре говорить как о внешней причине. Но когда порой я вижу безучастность соответствующих служб, когда я вижу попустительство, диктуемое центром, когда я вижу иногда неграмотную политику центра, которая приводит, является причиной, есть причинно-следственные связи, является причиной тех следствий, которые мы сегодня имеем. Иногда у меня даже в глубине души не скроет, появляется понятие как, так сказать, о России тоже как о внешней причине для Дагестана. Я не хотел бы, чтобы это у многих дагестанцев такое было, но отсутствие четкой политики конкретному региону, конкретной республике, которая сегодня является все-таки последним оплотом южной границы, нас не оставляет равнодушными, откровенно вам скажу.
Наверное, все-таки это не нам этим заниматься бы надо, правильно? Не моим бы ребятам сейчас сидеть в приемной с оружием в руках. Эти ребята, которые с удовольствием держат в руках четки. Пластмассовые, маленькие, не тяжелые такие. Зачем им такой зимний день к металлу прикасаться не совсем удобно? Солдат, несущий службу, и то его автомат в сторону откладывает, по-моему, если командир отвернется. А мои ребята вынуждены взять в руки оружие. И по принципу спасения утопающих, дело рук самих утопающих, они отстаивают тот орган, единственный орган в Дагестане, который сегодня на самом деле взялся отстаивать интересы здорового ислама, отстаивать интересы здравомыслящих мусульман. Никто в республике конкретно этим не занимается. Если даже и занимаются, то занимаются как раз таки, грубо говоря, не в ту сторону. Скорее, это больше похоже на целенаправленную политику, так сказать, бить по рукам духовенству за их, по принципу, инициативы наказуемой, нежели конкретных действий, применяемых против ваххабитов. Уважаемый Хасан Ильич, ваш спокойный тон, аргументированная речь вызывает глубокое уважение. И относясь к вам с таким уважением, прошу меня более откровенно поделиться некоторыми сомнениями. По нашей российской конституции государство имеет 3 ветви власти: законодательную, исполнительную, судебную. Иногда сюда еще относят 4-ю властью средства массовой информации. Я лично для себя могу сказать, что с этим не согласен. Потому что власть — это единая цель. И правильнее было бы говорить не 4-я, а 1/4 власть. Чтобы она работала на общие идеи, на возрождение страны, а не препятствовала. Фактов этому, вы знаете, их достаточно много. Так вот, что касается Дагестана, насколько я разобрался, и вообще мусульманских государств, светская власть — это лишь 1/5 айсберга. Основная часть, которая находится под водой, именно та часть, которая находится под водой, держит этот айсберг над водой. Так почему, обладая большим влиянием, большими возможностями, духовенство Дагестана само вынуждено защищаться и говорить о своих проблемах, тогда как изначально она, казалось бы, имеет неограниченные здесь пути, методы воздействия на умы всего населения. И когда мы говорим о тех или иных действиях центра, я бы просил вас этот факт дать моим ребятам, имеющим через интерфакс, это позорно говорящие. Через интерфакс постараемся осветить это должным образом, потому что там страна развивалась по цивилизованному пути. И когда центр высказывает беспокойство обстановкой, он, наверное, имеет в виду и то, что было когда-то в Прибалтике. Там тоже сначала была введена концепция Иева, они тоже говорили сначала о своем возвращете, потом о национальной автономии. Результат нам известен. Может быть, центр просто опасается, что такие же процессы пойдут и по всей России, что из 80 субъектов Российской Федерации через некоторое время может оказаться 89 суверенных государств. Политика России, которая стала поводом для войны в Чечне, и ее результаты не ведь известны. Ну что, ориентируемся на Прибалтику. Прибалтика — это Прибалтика. Там намного цивилизованные подходы. И нашему русскому брату, наших прибалтийских государств, много чему надо поучиться. Там сделали, так сказать, свое дело не теми методами, которые делаются на Кавказе, а буквально, может быть, в перспективе то же самое, которого, как раз вы сказали сами, опасается российское государство. Начали говорить в одной из республик,
А туда внесли, оставили столько оружия, сколько надо было для того, чтобы вести войну. Это тоже факт. И Борис Николаевич, многоуважаемый, когда говорил про Прибалтике, он был самым выдающимся демократом. Первые, так сказать, ласточки демократичного отношения к прибалтийским государствам исходили из его окружения. Я тогда еще говорил одному из председателей Исламской демократической партии в 90-м году, когда он, как верный слуга Бориса Николаевича, приезжал сюда и нам, так сказать, говорил о торжестве его идей, я еще тогда говорил: слушай, не спеши его великим демократом называть. Когда одно из кавказских государств посмеет заговорить хотя бы в полтона, нежели прибалтийское, вот тогда, отвечая за судьбу России, тогда истинно раскроется его внутреннего отношения к демократии и так далее. Что не было повода для того, чтобы поговорить с Чечней здоровым тоном. Нельзя было это перевести в плоскость не военного противостояния, а в плоскость политического обсуждения. Чем оправдывается та кровь? И сегодня, можно сказать, та же политика, проводимая в Дагестане, это же не безизвестно. Мы-то это знаем. Хотя, говорят, со стороны виднее, но вы же со стороны смотрите не так пристально, наверное, как мы на себя сами. Почему я позавчера был в Ботерском районе? Вылетал с председателем Народного собрания, замом министра внутренних дел, представителем духовенства. Встречался с 3 районами, главами администрации, с духовенством всех 3 районов: Ботерского, Цумадинского, Ахварского, то есть приграничных районов. Вы понимаете, это все... Я считаю, что ни одна капля крови, если она, так сказать, когда это делается, может быть, даже расстрел именем закона, иногда можно восприять. Сказать, может на алтарь правосудия одну голову сложить, для того, чтобы тысячам неповадно было преступникам, и чтобы нормальные люди по-нормальному жили. Это еще можно. 2 человека расстреляны в Грозном, вызвали такой бум во всей России. Президент, который давал указания для ведения военных действий, сам выражался: шариат нам неприемлем, потому что вот видите, что там делают. А может быть, эти 2 головы сложенные были для того, чтобы был нормальный микроклимат, чтобы преступность в Чечне не давлела над властью. Для того, чтобы между Дагестаном и Чечней тоже были здоровые отношения, не было, как говорится, живой торговли живым куском мяса, например, человеком. Чтобы наши дагестанцы, и пустительцы которых, и при конкретное наускиванию которых в Чечню похищаются люди чеченцами или кем еще бы не было, могут расстрелять человека, а потом продать труп родному отцу, ввиду того, что стыдно, позорно не похоронить своего. Последнюю, как говорится, грошу можно отдать для того, чтобы забрать этого своего родного сына. Это все ведь отсутствие политики, здоровой политики. Разве это не видно? Ну хорошо. Я понимаю, когда оправдывается конкретные, так сказать, подразделения, пограничники и так далее, и так далее. Но если я вижу сегодня, я как рядовой гражданин не вижу, что эта часть сама себя даже отстоять не может, извините, какого они здесь будут? На что этот солдатский кирзовый сапог здесь тогда нужен? Если не в состоянии отстоять сам себя. Если это повод для того, чтобы надсмехаться над нами, над российской армией, над гражданами Дагестана, это разве оправдывает себя? Не оправдывает это присутствие. Понимаете? И вот к пограничникам отношения, людям, которые исполняют свой священный долг, но я не сомневаюсь, что со всей полнотой ответственности.
они оказываются подставленными, заложниками вот этой ситуации, которая практически не регулирует, возможно, другие мужи в военных мундирах. Ну что, уволили того, там, командира части, да? Отправили его в другой регион, на другую, так сказать, должность. А может, даже на повышение пошел, кто его знает. Потому что хорошо глаза закрывал. Но, а в сердцах людей что осталось? Это же плевок в душу каждого дагестанца. Пришли, пораздевались, по зеленому коридору ушли. К ним КамАЗ подъехал намного быстрее, чем скорая помощь к больному у нас подъезжает. Буйнакский факт. Я говорю о людях, которые сегодня оказались заложниками, и гражданское население, и те же наши братья-пограничники. И вот от этого это отношение, понимаете? От этого. Этих ахтинцев где-то в глубине души их надо осуждать, но и понять можно. Уважаемый я вчера встречался с простыми гражданами. Они с той же болью в душе говорили о тех же вопросах, которые вы говорите. Но я им возразил, почему мы, пограничники, сначала должны хвататься за автомат, а потом думать. Может быть, лучше сначала подумать и решить проблему другим оружием, оружием слова, оружием убеждения. Давайте. Я как раз тот человек, который, как говорится, ваш единомышленник в этой работе. Я как раз таки не человек оружия, мне там делать нечего. Понимаете? Я в медицинском институте прошел военную кафедру, имея определенное воинское звание, 100 лет мне оно не нужно. И не собираюсь я носить мундир офицера. Я даже буду, если даже будут военные действия, я буду медицинским врачом, конкретно врачом вот, медицинской службы армии, может быть, по закону. Но поймите, вы говорите о возможности говорить всего слово лечит, слово и калечит. Есть возможность излечить общество от его недуга, попытаться. Сколько мы уже пытаемся? Сколько мы делаем, как говорится, разминок, разбегов и так далее, и никак не стартуем? Это вы говорите вот о том потенциале духовенства, которое имеет. О каком потенциале вы говорите? Ну, говорите, не 400, а 2000. 2000, да, правильно. А вы давайте посмотрите вглубь проблем. Эти 2000 мечетей, ни одна из них не построена ни за счет государства, ни за счет центра, ни за счет каких-то компенсаций для восстановления архитектуры, там, памятников, культуры и так далее. Это делал простой люд в наше тяжелое время, когда где-то там может быть неверующие люди, там закрома прятали мешок муки, мешок сахара, там коробку сливочного масла и так далее. Они строили мечети. Вот в таком же положении и духовенство, которое ни одну копеечку, ни одного листочка, ни одной ручки и ни одной минуты эфирного времени практически так просто нам подарок не дается от власти. И вы говорите о слове, в то время, когда вот такими брошюрами, 5000-ным тиражом печатают ваххабиты, вы видите, что здесь написано? Армия имама. Вы знаете, кто это такой? Имам. Это не я, это не моя армия. Это армия бородатых людей со стеклянными глазами, с короткими брюками. Вот посмотрите. Против этого как надо действовать? Вы могли бы такой экземпляр на помочь? Вот видите, мы с таким же предложением пришли с ФСБ. В Дагестане раздали их 5000. 5000 их раздали. ФСБ просит у меня, найдите такую книгу. Не абсурдно, вы улыбаетесь. Если мне камеру направлена, вы бы расхохотались. Да, от этого надо как раз... Мы поищем себя, может быть... Нет, я не об этом говорю, что я не найду его. Любой пацан сейчас поедет в Шамхал, вот скажите любому из моих ребят, он привезет вам несколько книг, наверное. Почему-то ФСБ их не ищет. Оно делает вид перед муфтием, что оно ищет эти книги, спрашивая у меня эту книгу, понимаете?
Я просто для того, чтобы их не отправить куда подальше, делаю вид, что улыбаюсь. Я ее вижу первый раз. Да, я говорю не о вас. Вы не обязаны ее иметь или находить ее и так далее. Вы просто проявили интерес. А я говорю о насущной проблеме, о которой мы сейчас говорили. ФСБ и так далее. Это все, как говорится, орудие центра в регионе. Правильно? Они должны заниматься этой проблемой сполна. И вот против этой 5000-ной книги муфти, не имеющий ни типографию, ни бумагу, ни средства для того, чтобы ее печатать, клин клином вышибается. Против этой брошюры бессильна танковая дивизия. Понимаете? Против одной вот этой брошюры. Ибо идеологическое оружие намного сильнее, нежели оружие конкретно военное, стреляющее там и так далее. Против него надо бороться тем же оружием. Противопоставить здоровую исламскую идею. Мы можем это сделать. Мы не имеем сил. Мы не имеем средств для этого. И то, что государство, то, чем располагает, тоже не посвящается этому. Было время, когда мы про ваххабизм по телевидению, нам запрещено было говорить. Представляете? Не успеешь вах сказать, боятся, что про ваххабизм говорят. Да. А сегодня уже, когда прозвучали выстрелы, много наделалось шумов, буйнакская, так сказать, операция, бои в ночном Буйнакске и так далее. Сейчас они говорят, давайте поговорим. Сейчас уже, может, говорить поздно, сейчас, наверное, действовать надо даже. Когда можно было говорить, мы говорили, дайте поговорим на эту тему. Дайте разъясним нашей молодежи, чем это грозит, куда нас ведут. Чтобы они раскрыли глаза, опомнились, не дали нам это делать. И сегодня тоже практически никто ничем нам не помогает. Мы практически, я говорил это и Михайлову, министру по делам национальности в Москве, я говорил это и Абдулатипову, и всем, с кем мне удавалось встречаться в центре, не говоря о том, что в республике, сколько я об этом говорю, мы тушим тот пожар, вот духовенство Дагестана тушит тот пожар, который не мы разожгли. Но нам пожаротушение никто не помогает. Несчастный маленький штат муфти, ориентированный только на его средства, на его карман. Вы понимаете? 10-15 человек. Вы же видите, целые армии не справляются. Когда, например, ОМОН или Каскад, или наша, так сказать, братья милицейская, Карамахах, отворачивалась от гранатомета, направленного на них ваххабитами. БТР разворачивался, уходил, мы одевали эти халаты и шли на него. Я хочу, чтобы результатом встречи была какая-то практическая польза. Если то, о чем вы говорили, вы передадите мне и моему представителю здесь. Я уже передал ваш диктофон. И, может быть, у вас есть наработки, которые мы можем опубликовать в виде файла, в виде рукописи. Я обещаю помочь этому образу. Надеюсь. Мне просто придется, я извиняюсь, мне просто придется поднять письма, новые составлять нет необходимости. 2-3-летней давности, когда я еще не будучи муфтием писал об этом, я просто подниму эти бумаги. Этого будет достаточно для того, чтобы сегодня сызнова протереть глаза, посмотреть ответственным лицам и сказать, неужели 3 года назад эти люди это прогнозировали? Неужели они показывали указательным пальцем в эту сторону, а мы закрывали глаза? Неужели нам надо было, чтобы в Буйнакске прозвучали бои, в Чечне, как говорится, велась война, и чтобы там появились старики-хатабычи, для того, чтобы мы, наконец, осознали и опомнились. Сегодня те люди, которые футболили наши послания с конкретными пунктами,
Я могу сейчас поднять газету «Ассалам», в которой вот на второй полосе, вот здесь и внизу, есть конкретное обращение и руководству республики, и соответствующим службам, которые должны отвечать за спокойный сон дагестанцев, россиян. Ну, я понимаю эти бумаги, я постараюсь нашему уважаемому муслиму дать. Хотя я думаю, вы знаете, это ситуация, в которой практически не быть искренним невозможно. После того, что я сказал, я не говорю о всеобъемлющем, так сказать, ответе для вас. У меня такой мании нет, что я могу сказать все, такой короткий отрезок и так далее. Просто я хочу сказать, что даже того, что я сказал, достаточно для того, чтобы задуматься. Прежде чем попросить вас обсудить еще одну очень важную тему, я хотел бы закрыть вопрос о Чечне. Я был в тех местах в декабре 94. Я приезжал туда. Я был на передовых рубежах этой кровавой борьбы. Но я был не сатана. Я писал книгу. Решением директора ВПС России эта книга была издана в 6 экземплярах. Первый экземпляр был направлен президенту Российской Федерации, второй председателю правительства, третий секретарю Совета Безопасности. У меня нет данных, читали ли там, но я, как гражданин России, как офицер, честно изложил ситуацию. И я надеюсь, что пройдут, наверное, очень многие годы. Но придет время, когда мои внуки будут иметь возможность прочитать, что там написано в этой печати. Поэтому, конечно, это очень большая проблема, незакрытая проблема. Дагестан имеет к этому то отношение, что здесь прорубается Каспий. А там, на берегу Каспия, стоят пограничники. И вот в данный момент, конечно, меня беспокоит служба безопасности тех людей, которые обеспечивают охрану границы на этом направлении. Но, мне кажется, общими усилиями надо попытаться еще что-то сделать. Вот в этой связи я люблю Кавказ. Мне нравится Мархаян. Здесь я в Дагестане вижу очень многих людей, внешне похожих на те портреты, что мне говорили сегодня. Мне нравятся его стихи. Время жизни моей улетучилось. От весны, от веселья осталась печаль. Юность птица, не помню, когда прилетела. И когда унеслась. Но мне нравится любому человеку, потому что он действительно отражает цель жизни и во многих степенях. Я просил бы вас обсудить еще. Дело в том, конечно же, Россия сама дешевая. И в то же время, я надеюсь и я уверен, что Россия осталась и останется великой страной. Она велика своих народов. Не только но своих народов. Как и Дагестан. Видит тем народом, который здесь живет, трудится, который связывает с этой страной свое прошлое, настоящее и будущее. Федеральная пограничная служба намерена инициировать в стране проведение по отношению к Дагестану крупной, общегосударственной, гуманитарной, благотворительной акции. Ну, как бы объявить 98 год годом укрепления дружбы субъекта Российской Федерации с Дагестаном. Мне известно, что в числе мер предусматривается привлечение к этой проблеме субъекта Российской Федерации, правительства Москвы, возможностей
Русской Православной Церкви, тех республик, которые примыкают к Дагестану, Калмыкии, рядом с Ставропольском. Мне кажется, что свою лепту могли бы внести сюда Министерство национальности России, Минсоцзащиты и другие ведомства. Мы, пограничники, не богатые люди, известно, что те деньги, которые нам платят, что платят. Но я знаю, что каждый пограничник из своей зарплаты выделит деньги на оказание гуманитарной помощи детям Дагестана начала войны. Наверное, было бы справедливо привлечь к этому благотворительному мероприятию и дагестанские землячества, которые стали нам, располагают финансовыми ресурсами в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах России. Вот, анализируя эту ситуацию, представляется возможным это крупное мероприятие провести, скажем, в 3-4 этапа. Первый этап можно было бы приурочить к празднованию Наврута. Это общий праздник. И если по случаю этого события приедет к вам пограничный ансамбль из Ставрополя, выступит по селам с концертами, с песнями, если они вместе спляшут там на кругу, если они вместе споют песни российские, дагестанские, то это будет способствовать улучшению взаимопонимания. Второй этап, мне кажется, вполне справедливо можно было бы приурочить празднование Пасхи. Ведь в Дагестане проживает более 150 тысяч русскоязычного населения. Это такие же люди, которые тоже имеют право оправлять свои религиозные обряды с теми убеждениями, которые они располагают. Третий этап можно было бы посвятить празднованию Дня пограничников. В этом году, 28 мая, пограничным войскам исполняется 80 лет. Это большая дата, и мы бы хотели, чтобы эта дата была посвящена как раз вопросам укрепления сотрудничества, дружбы, взаимопонимания пограничников с местным населением. Мы хотели бы, чтобы это была совместная культурная программа, чтобы приехало сюда российское телевидение, чтобы приняло в этом праздновании участие духовенства, вы и Русская Православная Церковь. Ну и завершить это мероприятие, наверное, могла бы программа оказания помощи детям. 1 сентября я не знаю. И, наверное, все, что Россия может дать школам, министерство, есть, у них есть возможность, они должны были ехать, посмотреть, по каким учебникам дети учатся, есть ли у них какие учебники, есть ли у них тетради к этому году, есть ли в школе у них какие наглядные пособия для проведения занятий. Вот я разговаривал с учителем истории иностранного языка Семена Карка. Ну, все идет тоже на человеческом энтузиазме. Школы такие же нищие, как говорят в России, как церковные наши. И надо, чтобы постараться, чтобы детям Дагестана и по линии гуманитарной помощи, чтобы шла сюда и одежда, чтобы семьи малоимущие, многодетные семьи получили помощь в подготовке своих детей к началу учебы. Мы хотели бы открыть специальный счет, куда могли бы и пограничники, и дагестанские землячества, и духовенство вложить свои средства для того, чтобы они целевым назначением были отправлены и реализованы в Дагестане. Мы согласны на то, что какой-то, пусть даже состоятельный человек, дагестанец в Москве, выделит определенную сумму, на эту сумму будет приобретена гуманитарная помощь здесь. Мы согласны на то, чтобы имя его при раздаче этой гуманитарной помощи люди знали. Потому что добро, я думаю, что оно может быть, можно ему дать даже некоторую рекламу. Поэтому, приступая к этой работе, она в начале своего включения, мне хотелось бы, во-первых, заручиться вашей поддержкой, и, во-вторых, мне хотелось бы рассчитывать на вашу помощь в этом деле, потому что это тяжелый труд. По-видимому, последует письмо директора Федеральной пограничной службы председателю правительства, с
предложение привлечь к этому все федеральные органы исполнительной власти. Милиция должна помочь милиции. Миннаст должен помочь здешней организации. Министерство образования должно помочь по своему направлению подключиться к этой работе. Я не знаю, может быть, нам все не удастся выполнить. Ну, не буду. Но то, что мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы обстановка здесь была нормальной, для того, чтобы отношение людей к пограничникам было доброжелательным, как и пограничникам местного населения. Это я вам обещаю, что мы сделаем все для того, чтобы осуществить. Все, что имеет здоровую основу, работает на благо здоровых отношений, мы тоже поддерживаем. Но при этом я просто сказал бы о том, что упрек будет, если я скажу, что ваша программа больше беспокоится о 150-тысячном населении. Я не хочу об игнорировании более 1,900 000 человек. Просто видно незнание того, что все-таки у нас тоже есть религиозные праздники. Мы и Иисуса почитаем и отмечаем, так сказать, Рождество не так, как может церковь по-своему. Ввиду того, что мусульманином не является тот, кто не почитает всех пророков, не признает, чего мы пожелали бы нашим русским братьям, иметь такое же отношение к Мухаммаду, пророку последнему, печати всех пророков. Небезызвестно, что и у него есть Рождество, Молит. У нас тоже есть Пасха, называемая города Байгам. У нас практически есть немало праздников, которые мы горем пополам, сами по себе, не обращаясь, потому что бесполезно обращаться никому. Стараемся сделать праздником для всех. И что касается средств от духовенства, я могу свои личные средства пожертвовать, свою зарплату. Зарплату, которую я сам себе выдаю. Понимаете? Не могу быть, так сказать, бросить, так сказать, клич, говорить о том, что надо это делать и так далее. Но я не уверен, что духовенство сегодня, в том состоянии, в котором мы находимся, брошенное на произвол судьбы, кроме как моральной поддержки, сможет принести какую-то материальную ощутимую поддержку. Я это говорю потому, что я не хочу, чтобы я скривил душой перед вами и перед Аллахом. Я просто хочу, чтобы вы почувствовали реалии сегодняшней жизни. Я еще раз подчеркиваю, что мы не имеем. Хотя бы за 1,5 года я и за несколько лет мои предшественники не почувствовали 1 рубля, 1 копеечки поддержки ни центра, ни республиканского аппарата, правительства и так далее. Посему я просто могу заверить вас о моральной стороне, о поддержке. Все, что у нас по мусульмански это называется садака, благотворительность, милостыня. Милостыня, конечно, оскорбительно называть помощь детям милостыней, ведь это ассоциируется с понятием сирота, нищета и так далее. Но наши дети на самом деле в таком состоянии, они не оскорбятся от того, что им как милостыню будет. Я вчера одному старику как-то отдал все лекарства, которые у него были, потому что ему нет денег, чтобы купить лекарства детям. И это в той величественной стране,
которые мы говорили. Понимаете? Какой бы великий организм не был, какой бы на вид он был не был могучим, если он больной, это больше ассоциируется с понятием развалины. Мы сегодня на самом деле расчищаем руины и заново строим. Но строить нам никто не помогал. Даже вот посмотрите духовенство, то, что сейчас делается вокруг духовенства, это только за счет того, что муфти ходит с протянутой рукой. Строить будет. Да, я вот А вы знаете, что у нас через это духовное управление, вот на днях, дней через 10, пойдут 12 тысяч паломников, будут оформляться документы, выезжать в Москву люди, ставят визы на 1000 единиц наземного транспорта, на несколько авиарейсов. То есть будет кипеть работа за 80 с лишним процентов российских паломников. Суммарно все духовные управления российские, все вместе взятые, отправляют около 20%, мы отправляем все 80%. Вы понимаете, это приходится делать за счет самих себя. Как будто это не граждане России. Абсурдно, да, выглядит. А еще нет гарантии, что мой работник отдела хаджа выедет в Москву и его прямо в аэропорту не обласкает милиционер, не ограбит его. 2 месяца назад. И только за то, что он лицо кавказской национальности, к нему будет изобилие внимания, отрицательного внимания. Понимаете? Центр пошел по неправильному пути. Назвал нас, те лица, которые вам так нравятся, которые похожи на Амар Хаяму, Саади Ширази и так далее, и так далее. Эти лица они назвали кавказской национальностью. Мы гордимся, что мы лица кавказской национальности. Но при этом ведь наши, так сказать, ораторы русскоязычным оставили только язык, нам хоть лицо оставили. Сегодня не на язык и не на лица надо смотреть, в душу надо уже, пора вглядываться. Такие глупости, которые диктует центр сознания людей, внедряет эти мысли, они не приносят ничего позитивного в нашу жизнь. Ну что хорошего в том, что 150 тысяч дагестанцев ассоциируется с понятием только языка. А кавказцы ассоциируются только с понятием лица кавказской национальности. А дальше что? Понимаете? Вот я просто как отступление сделал, просто для того, чтобы показать, насколько даже такой мелочи мы абсурдно, так сказать, выглядим. Я благодарю вас за замечание. Мы будем готовить мероприятие. Мы его все равно проведем. Конечно, проведем. Кто в этом сомневается? Мы проведем, и я бы тоже мог сидеть в кабинете, читать книги, но у меня болит душа за тех людей, которые здесь живут, которые здесь работают. Мы внесем коррективы в наш план. Мы приурочим к тем датам, которые вы нам скажете. Мы пойдем навстречу любому, лишь бы от этого была польза нашему общему. Мы готовы. Муслимы получат указания, он свяжется, мы сейчас состыкуемся, мы будем их готовить для марта месяца. Время у нас еще есть, для того, чтобы мы нашли. Но нужен резонанс. Такое явление, если он как биологический резонанс. Если мы будем делать согласованно и помогать друг другу, с этого получится просто больше пользы. Резонанс будет. В следующем номере нашей газеты «Ассалам» мы осветим нашу встречу, ваши благие начинания, вот наши пожелания и так далее. И дадим нашим братьям-мусульманам, насколько нам позволяет наше скудное бытие материальное,
5000 газет, которые 2 недели раз получает наш читатель, он будет знать о том, что мы идем, так сказать, по пути благотворительной акции, о которой вы сказали. А вы, при ваших возможностях, дайте знать и в других республиканских средствах. Расскажите о встрече с муфтием. Скажите, что получили добро, благословение. Да, и высказаны были пожелания учесть и религиозные мусульманские праздники. Это не момент противопоставления. Вы поймите, что когда в свое время говорили, переводили «Ля иляха илля-Аллах», как «нет Бога, кроме Аллаха», я всегда говорил, это атеистический перевод. Это специально сделано для того, чтобы противопоставить. Бога нет, а Аллах есть. А когда мы сегодня уже говорим, нет божества, кроме Аллаха, вы называете его Бог, ну Аллах. Кто-то Вели, говорят чеченцы. Мы можем сказать по-аварски. Арабы могут сказать еще кроме Аллаха Раб. И так далее. То есть мы делаем одно общее дело. Кто-то не дает это делать. В Африке им надо делать. По событиям в Будаксе сюда прибывает подразделение вооруженных сил, которое занимается той же работой, что и мы с мусульманами. У нас будет возможность в их полевой типографии печатать листовки. И если какая-то листовка может быть подготовлена нами и вами совместно, мы будем благодарны вашему участию. Я надеюсь, что мы этот революционный настрой поддержим. Революцию же листовками делали. Но не грех было бы, конечно, нам предоставить более здоровые, современные возможности. И вам тоже, я имею в виду. Я бы поддержал идею, чтобы вы имели целую типографию здесь. Мы молодая структура, мы только становимся на ноги. Что, 80 лет? Это Нет. Это старческий возраст. Нет, то подразделение, которое мы представляем. Я понял. Я молодец, я пошутил. Поэтому мы только становимся на ноги, и мы надеемся, что у нас добрые планы. Вы, наверное, обратили внимание, что у меня добрые глаза. Да. Вы меня расположили к беседе. После столь напряженного, так сказать, напряженной недели и той ночи, которую я сегодня пережил, и того начала рабочего дня, я сам удивляюсь, как у меня все это так добро получилось. Это ваша заслуга. Спасибо вам большое. Я А книгу? благодарю вас А за книгу возьмите. встречу. Возьмите, я надеюсь, что это не просто праздное любопытство. Нет, конечно, нам для дела. И тем более, там, они поделены на округа, Дагестан и так далее. Вам есть над чем подумать. Я вот здесь 4 дня поставлю, чтобы она все перепечатала на компьютере. Там очень интересные вещи. Нет, ксерокопия достаточно. Зачем компьютер? Да нет, ксерокс, откуда у нас бедных людей, ксероксы там? Чем мучат компьютерщика, платить ему зарплату, урежьте его зарплаты и отдай там 10, 10, 20, 30, они тебе на любом ксероксе сделают. Или еще лучше я тебе посоветую. Ну сделай не свою работу. Поезжай в Шамхал, зайди к имаму мечети и скажи, вот такая книжка нужна, брат, несколько экземпляров. Наши имамы лучше работают, чем поэзия. Так? Да, действительно, ну. Большое вам спасибо. Всего доброго. Всех благ. Всего.